этом доме погода теперь точно безоблачная. Уютно, светло и очень ярко. Концертный зал клуба в селе Иб преобразился даже без ремонта. Новые кресла, колонки, прожекторы, микрофоны. Наслаждаться концертом зрителям, да и самим артистам теперь еще приятнее. Говорят, стало не только красиво, но и комфортно. Кресла театральные очень красивые, очень удобные. Аппаратура у нас, конечно, микрофоны вообще замечательные в этот раз. В общем, мы довольны очень всем. Обновили не только материальную базу, частично заменили электропроводку. Всего из местного и федерального бюджетов на работы было выделено около 1,5 миллиона рублей. Преобразование здесь ждали давно, и это понятно. Только в 2016-м местный ДК посетило более 1000 жителей. Особенно популярен сельский клуб у детей. Здесь их немало, а мест для творчества и развития больше нет. У молодежи это тоже любимое место. Здесь регулярно проводят дискотеки. Теперь, говорят сотрудники, время подумать и о капитальном ремонте. Крыша и фундамент в плачевном состоянии. Фундамент очень плохой. Вот фундамент, и если обновить, надо отремонтировать, тогда еще клуб постоит. Этому клубу я уже 60 лет стоит. Я еще вот в соседнем доме, там, музее, тогда у нас еще школа была, было 10 лет, когда строили этот дом культуры. Мне уже 70, значит, этому здание где 60. Ну, слава богу. Греет теплый клуб, можно работать, можно. Шанс на капитальный ремонт у этого здания есть. Участвовать в проекте дважды правилами не запрещено. Только многое зависит от жителей. Их активное участие – одно из главных условий федерального проекта. К слову, реестр культурных объектов, которые нуждаются в обновлении в 2018-м, будет составлен уже скоро. Мы ездили очень много по муниципальным районам, везде звучала просьба о том, чтобы включить ремонтные работы. То есть вы сами понимаете, что сегодня мы покупаем оборудование, хорошее оборудование, то есть покупаем новые кресла, а у нас сегодня текут крыши, у нас сегодня надо менять проводку, надо менять канализационные выходы. То есть в любом случае необходимы средства для капитальных ремонтов. Мы такую просьбу вышли сегодня на уровень Москвы, то есть через наших представителей, через наших депутатов Госдумы мы с этой просьбой вышли на это. То есть чуть-чуть попозже, где-то, наверное, к концу ноября-декабря будет уже полностью реестр тех учреждений готов. И начнется уже подготовка документов и работы от муниципалитетов. Проект обновления ДК трехлетний. В следующем году из федерального бюджета на эти же цели регион получит более 14 миллионов, 6 заложит республика. В декабре станет известно, сколько выделят сами муниципалитеты. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.